Ислам может немного сбить с толку. Вы встречаете в продуктовом магазине мусульманина, милейшего человека в мире. Милые дети, он любит Америку. Позже в тот же день вы включаете телевизор и подождите минутку. Какой-то другой мусульманин только что взорвал продуктовый магазин. Что здесь происходит? Кто представляет ислам? Мирный мусульманин, покупающий помидоры? Или агрессивный мусульманин, взрывающий помидоры? Вам нужен ответ, и вы открываете Коран. Вы читаете суру 2:256. Нет принуждения в религии. Это звучит миролюбиво и терпимо. Наверное, мирные мусульмане и есть истинные последователи ислама. Потом вы открываете суру 9:29. Сражайтесь с теми, кто не верит в Аллаха. Это нехорошо. Теперь, похоже, агрессивные мусульмане правы. Факты указывают в разные стороны. Так во что же вы должны верить? Партнерство между Америкой и исламом должно основываться на том, чем ислам является, а не на том, чем он не является. Если вы когда-нибудь задумывались, почему в Коране есть как мирные, так и жестокие стихи, если вас когда-нибудь беспокоило, что мусульмане требуют религиозной терпимости на Западе, в то время как христиане и евреи не могут строить церкви или синагоги в Саудовской Аравии, если вы никогда до конца не понимали, почему такие организации, как КЕР или ИСНА, утверждают, что ислам — это религия мира, в то время как скрытно они поддерживают терроризм, добро пожаловать на самое важное видео, которое вы когда-либо смотрели. Невозможно понять ислам в современном мире, не осознав одного важного факта. Джихад протекает поэтапно. Как крошечный головастик вырастает в ревущую лягушку быка, как скромный желудь становится могучим дубом, как и очаровательная Линдси Лохан превращается в ту, кем она является сейчас, точно так же и толерантный младенец мирного ислама в конце концов достигает половой зрелости. Вот тогда мы и узнаем, какой на самом деле ислам, полный ненависти к евреям, поджигающий церкви, побивающий жен, убивающий вероотступников, вопящий Аллах Акбар во всей своей забрызганной кровью красе. Смотрите ли вы на жизнь Мухаммеда, или на раннюю мусульманскую общину, или Коран, или хадисы, или литературу сира, или классические мусульманские комментарии, или современную мусульманскую науку, или на распространение ислама в современном мире, вы обнаружите точно такую же закономерность. В призыве к джихаду есть 3 этапа, в зависимости от статуса мусульман в обществе. И если вы поймете эти 3 этапа, вы поймете ислам, 14 веков исламской истории и ситуацию, в которой мы сейчас находимся. Партнерство между Америкой и исламом должно основываться на том, чем ислам является, а не на том, чем он не является. Этап 1. Скрытый джихад. Когда мусульмане оказываются в полном меньшинстве и не могут победить в физическом противостоянии с неверующими, им приказывают поддерживать мир с немусульманами и проповедовать идею терпимости. Например, когда Мухаммед и его последователи были преследуемым меньшинством в Мекке, они критиковали верования многобожников, но делали это мирно. Откровения, полученные Мухаммедом за это время, предвещали грядущий суд над неверующими. Однажды Аллах накажет тех, кто отвергает Мухаммеда. Но каждому свое. Живите и давайте жить другим. Сосуществование. Характерной главой этого периода является сура 109. Как сказано в Священном Коране, «Скажи, о неверующие, я не поклоняюсь тому, чему поклоняетесь вы, а вы не поклоняетесь тому, кому поклоняюсь я. Я не поклоняюсь так, как поклоняетесь вы, или тому, чему поклоняетесь вы, а вы не поклоняетесь так, как поклоняюсь я, или тому, кому поклоняюсь я. Вы исповедуете свою религию, а я исповедую свою». Мусульмане на Западе указывают на подобные отрывки, как на доказательство того, что ислам по своей сути миролюбив. Но из мусульманских источников мы знаем, что в то время, когда Мухаммед призывал к религиозной терпимости в Мекке, он уже планировал завоевать мир во имя Аллаха. Он даже пытался привлечь язычников в ислам, обещая им победу над неарабами. Давайте рассмотрим отрывок. Однажды несколько соплеменников Мухаммеда отправились к его дяде Абу Талибу, чтобы заключить перемирие с Мухаммедом. Они хотели, чтобы Мухаммед перестал критиковать их веру. Посмотрите, что произошло. Абу Талиб послал за посланником Аллаха, и когда тот вошел, он сказал: «Племянник, здесь шейхи и знатные люди твоего племени. Они просили о правосудии против тебя, чтобы ты перестал поносить их богов, и они предоставят тебя твоему богу». «Дядя», — сказал он, — «не призвать ли их к чему-нибудь, что для них лучше, чем их боги?» Он спросил: «К чему ты их призываешь?» Тот ответил: «Я призываю их произнести изречение, благодаря которому арабы подчинятся им, и они будут править не арабами». Абу Джахль сказал из числа собравшихся: «Что это, клянусь своим отцом? Мы дадим тебе это и 10 подобных этому». Он ответил: «Чтобы вы сказали: нет божества, кроме Аллаха».
Задумайтесь об этом на минутку. Мухаммед прогуливается по Мекке, призывая к миру и терпимости. Но за закрытыми дверями он говорит курайшитам: «Присоединяйтесь ко мне, и мы будем править не арабами, христианами, евреями, персами и так далее». Эти группы людей вовсе не нападали на Мухаммеда, а он уже планирует завоевать их. Что ему нужно, чтобы подчинить себе не мусульман? Ему нужна армия. И поэтому он просит свое племя принять ислам. Итак, сколько раз мы видели, как мусульманские группы в современном мире публично призывали к терпимости, но наедине говорили нечто совсем иное. Это восходит к Мухаммеду. Одной из ключевых особенностей первого этапа является такия — сокрытие истинных намерений ислама с целью защиты мусульманской общины. В конечном счете, это было четко изложено в суре 3.28. Как сказано в Священном Коране, Верующие не должны считать неверующих своими помощниками и друзьями вместо неверующих. А кто поступает таким образом, тот не имеет никакого отношения к Аллаху, за исключением тех случаев, когда вы действительно опасаетесь их. Мусульманам не разрешается дружить с немусульманами, если они не в меньшинстве и не чувствуют, что им угрожает опасность со стороны более сильного противника. Именно тогда мусульманам советуют притворяться дружелюбными. Один из величайших ученых ислама, Ибн Касир, комментирует: в этом случае таким верующим разрешается проявлять дружбу внешне, но никогда внутренне. Абу Дарда, один из сподвижников Мухаммеда, сказал об этом так: «Мы улыбаемся в лицо некоторым людям, хотя в душе проклинаем их». Ассаламу алейкум. Еще одна ключевая особенность первого этапа — статус жертвы. Мусульманам нравится делать вид, что Мухаммед и его последователи подвергались преследованиям в Мекке, просто потому, что они были мусульманами. Полная чушь. Их преследовали за то, что они настроили жителей Мекки против себя, высмеивая их веру. Мы читаем у Ат-Табари: посланник Аллаха открыто провозгласил ислам своим соплеменникам. Когда он сделал это, они не отступили от него и не отвергли его никоим образом, пока он не заговорил об их богах и не осудил их. Когда он сделал это, они воспротивились этому и объединились в противостоянии и враждебности к нему, за исключением тех из них, кого Аллах защитил от заблуждений посредством ислама. Обратите внимание, что язычники Мекки не возражали против проповеди ислама Мухаммедом. Они разозлились, когда он начал нападать на их веру, и им пришлось это терпеть. Послушайте это описание того, через что прошли язычники, их собственными словами. «Мы никогда не видели ничего подобного тому, что нам пришлось вытерпеть от этого человека. Он высмеивал наши традиционные ценности, оскорблял наших предков, поносил нашу религию, сеял раздор между нами и оскорблял наших богов. Мы многое вытерпели от него». Ассаламу алейкум. Мухаммед осуждал их веру и ценности. Он посеял раскол в городе. С точки зрения Запада, это не слишком экстремистский поступок. Интересно то, что когда жители Мекки ответили тем же и высмеяли ислам, мусульмане сказали: «О, они преследуют нас! Какие злые люди нападают на нас из-за наших убеждений!» Двойные стандарты. Одна из целей этапа скрытого джихада — придать исламу привилегированный статус по сравнению с другими религиями. Но постоянная враждебность Мухаммеда к жителям Мекки привела к настоящим преследованиям. И это преследование ранней мусульманской общины было лучшим, что когда-либо случалось с исламом. Когда люди услышали, что с бедными, беззащитными мусульманами плохо обращаются, они бросились на помощь Мухаммеду. Христиане Абиссинии, евреи Медины и различные языческие группы — все они в то или иное время соглашались защищать мусульман от подлых фанатичных исламофобов в Мекке. Имейте в виду, что Мухаммед уже планировал завоевать всех этих людей. Но они этого не знали. Все, что они знали, это то, что мусульмане подвергаются преследованиям, и они хотели помочь. Как только Мухаммед и его последователи заключили достаточное количество союзов и больше не зависели от милости жителей Мекки, смысл Корана внезапно изменился. партнерство между Америкой и исламом должно основываться на том, чем ислам является, а не на том, чем он не является. Этап 2. Оборонительный джихад. Когда мусульман и ресурсов достаточно, чтобы защитить исламское сообщество от нападений, преследований или критики, мусульмане призываются к оборонительному джихаду, борьбе с неверующими, которые представляют физическую или интеллектуальную угрозу исламу. После того, как город Ясриб, ныне называемый Мединой, согласился защищать мусульманскую общину, Мухаммед и его последователи покинули Мекку, и им было дано разрешение сражаться. Сура 22, 39, 40. Как сказано в Священном Коране, «Дозволено тем, против кого сражаются, сражаться, потому что с ними поступили несправедливо. Воистину Аллах способен помочь им».
Они были несправедливо изгнаны из своих жилищ только за то, что говорили наш Господь Аллах. Вы это уловили? Согласно Корану, мусульмане были изгнаны из Мекки просто за то, что они верили в Аллаха. Мы уже видели, что у жителей Мекки не было проблем с мусульманами, верующими в Аллаха, и даже с мусульманами, проповедующими ислам. У них были проблемы с Мухаммедом, который насмехался над их религией и сеял раскол в их городе. Но опять же, мусульманам нужен был статус жертвы для их защиты. Поэтому, я думаю, Аллах решил немного подтасовать историю. И на протяжении всей истории ислам словами и делами демонстрировал возможности религиозной терпимости и расового равенства. Теперь, когда у Мухаммеда было несколько немусульманских групп, готовых защитить его, он обратился к основной тактике второго этапа — терроризму. Выживание жителей Мекки зависело от караванной торговли. Любой, у кого были деньги, вкладывал их в надежде получить что-то еще, чтобы прокормить свои семьи. Если караван грабили или он не возвращался, дети могли умереть с голоду. Поэтому вместо того, чтобы спокойно жить в Медине, Мухаммед начал нападать на караваны жителей Мекки. Мусульмане совершили 7 нападений на караваны, и жители Мекки ни разу не ответили. Во время 7-го нападения мусульмане убили человека и захватили имущество, а также нескольких пленных. Проблема заключалась в том, что все еще был священный месяц, когда все согласились не воевать. Сначала Мухаммед немного беспокоился по этому поводу, но затем он получил суру 2:217. Как сказано в Священном Коране, Они спрашивают тебя о сражении в запретный месяц. Скажи, сражаться в этот месяц — великое преступление. Однако сбивать других с пути Аллаха, не веровать в Него, не пускать в заповедную мечеть и выгонять оттуда ее жителей — еще большее преступление перед Аллахом. Преследование хуже, чем убийство. Преследование хуже убийства. Да, мы убили человека во время священного месяца, когда существовало всеобщее соглашение не воевать. Но вы преследовали нас, и это еще хуже. Так что не смейте нас осуждать. Жители Мекки пытались избежать войны, но было ясно, что мусульмане не собираются прекращать нападения на караваны, и что торговля в Мекке и средства к существованию в городе никогда не будут в безопасности. Поэтому языческие племена послали армию для защиты следующего каравана. Мусульмане напали на него и нанесли им поражение в ходе так называемой битвы при Бадре. Обратите внимание, что первая настоящая битва между мусульманами и немусульманами произошла в результате того, что немусульмане пытались защитить себя от мусульман, терроризировавших их торговые пути. ислам славится традицией терпимости. Защитникам Мухаммеда не потребовалось много времени, чтобы понять, что их одурачили. Мусульмане были не такими уж невинными жертвами, какими они себя представляют. Мухаммед и его последователи были гораздо более жадными и жестокими, чем язычники, на которых они теперь нападали. Но эти разочарованные защитники вскоре поняли, что, согласившись поддержать Мухаммеда, они уже не смогут изменить свое решение. Все, кроме абсолютной преданности Мухаммеду, становится основанием для изгнания, конфискации имущества, порабощения или уничтожения. 3 еврейских племени в Медине на собственном горьком опыте убедились в этом. Славится традицией терпимости. Немусульмане также поняли, что независимо от того, насколько сильно они были не согласны с кампанией насилия и запугивания Мухаммеда, они должны были держать язык за зубами. Мухаммед начал отдавать приказы об убийстве критиков на 2-м этапе. Люди, которые выступали против ислама или писали стихи о Мухаммеде, были жестоко убиты. И жители Медины, те самые люди, которые пригласили мусульман в свой город, увидели, что их права быстро попираются во имя Аллаха. Терпимость, терпимость, терпимость. 2-й этап характеризуется оборонительными действиями, то есть борьбой с теми, кто каким-либо образом нападает на мусульманскую общину. Однако нам нужно разобраться в том, что мусульмане имеют гораздо более широкое представление о том, что такое нападение, чем все, с чем мы знакомы. Преследование и военная агрессия, безусловно, считаются нападениями. Но, как мы видели, критика ислама тоже считается нападением. Отказ от союза после того, как выяснились истинные намерения Мухаммеда, тоже считается нападением. И на этапе оборонительного джихада мусульманам приказано отвечать на эти нападения физическим насилием и терроризмом. Партнерство между Америкой и исламом должно основываться на том, чем ислам является, а не на том, чем он не является. Этап 3. Наступательный джихад. Когда мусульмане составляют большинство и добиваются политической власти в какой-либо местности, им приказывают начать наступательный джихад. Как только Мекка и Аравия оказались под контролем Мухаммеда, смысл Корана снова изменился. Внезапно мусульманам не просто приказали сражаться с агрессорами, им было приказано сражаться с немусульманами просто за то, что они были не мусульманами.
Как сказано в Священном Коране, «О пророк, борись с неверующими и лицемерами и будь суров к ним». Воистину, Аллах купил у верующих их жизнь и имущество в обмен на рай. Они сражаются на пути Аллаха, убивая и погибая. О те, которые уверовали! Сражайтесь с неверующими, которые находятся вблизи вас, и пусть они убедятся в вашей суровости. терпимость, терпимость, терпимость. Если у мусульман есть военная мощь для расширения своей политической власти и насильственного подчинения немусульманского населения, заставляя этих немусульман платить дань, Коран повелевает им это делать. Сура 9:29. Как сказано в Священном Коране, «Сражайтесь с теми из людей Писания, которые не веруют ни в Аллаха, ни в последний день, которые не считают запретным то, что запретили Аллах и Его посланник, которые не исповедуют истинную религию, пока они не станут собственноручно платить дань, оставаясь униженными». Этот аят не предписывает мусульманам бороться с угнетателями или даже критиками. Он предписывает мусульманам бороться с теми, кто не верит в Аллаха. терпимость. Терпимость, 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 терпимость. Мы находим похожие учения в наиболее авторитетных сборниках хадисов ислама. Сахих аль-Бухари 69:24. Посланник Аллаха сказал: «Мне было велено сражаться с этими людьми, пока они не скажут: нет Бога достойного поклонения, кроме Аллаха. А кто произнесет эти слова, тем самым защитит от меня свое имущество и свою жизнь». Терпимость, религиозная терпимость, терпимость, религиозная терпимость. Сахих Муслим номер 30. Посланник Аллаха сказал: «Мне было велено сражаться с этими людьми, пока они не скажут: нет Бога достойного поклонения, кроме Аллаха». Мухаммед не сказал: «Мне было приказано сражаться с людьми до тех пор, пока они не прекратят преследовать нас». Это был бы второй этап, но тут третий этап. И тот самый парень, который всего несколько лет назад жаловался, что люди преследуют его из-за его убеждений, теперь говорит, что ему приказали бороться с людьми, основываясь на том, во что они верят. Тотальное лицемерие. Религиозная терпимость, религиозная терпимость, религиозная терпимость. На этапе наступательного джихада мусульмане могут также изгонять христиан и евреев с земель, на которых они жили веками, чтобы сохранить чистоту в определенных областях, важных для мусульманского сообщества. В таких областях, как Аравия. Сахих Муслим 17:67 Мухаммед говорит: «Я непременно изгоню иудеев и христиан с Аравийского полуострова, и не оставлю здесь никого, кроме мусульман». Он не оставит никого, кроме мусульман. Это говорит человек, который пропагандировал религиозное разнообразие и терпимость только тогда, когда он был в меньшинстве. Как только мусульмане получили контроль над управлением, многообразие и терпимость исчезли вместе с иудеями и христианами. Мы выражаем нашу глубокую признательность исламской вере, которая на протяжении веков так много сделала для формирования мира. Итак, вот образец, который был установлен для мусульман их пророком. Этап первый. Скрытый джихад. Когда мусульмане слишком слабы, чтобы сражаться, они пропагандируют мир и терпимость внешне, но никогда внутренне. Они практикуют такию, они скрыто готовятся к джихаду. Они претендуют на статус жертвы и добиваются особых привилегий для ислама. Этап второй. Оборонительный джихад. Когда мусульмане достаточно сильны, чтобы сражаться, но недостаточно сильны, чтобы подчинить себе неверующих. Они терроризируют своих врагов, убивают критиков и ищут предлоги для нападения на другие группы. Этап третий — наступательный джихад. Когда мусульмане составляют большинство, они насильственно подчиняют себе всех немусульман. Они стремятся расширить свое политическое господство и изгнать всех немусульман из важных мусульманских земель. Именно эту закономерность мы находим в Коране, хадисах и мусульманских комментариях. Ассаламу алейкум. А теперь взгляните на мир и скажите мне, что вы видите. Саудовская Аравия. На каком этапе они находятся? Очевидно, на третьем этапе. Подавляющее большинство мусульмане. О чудо! Если вы не мусульманин, вы не можете проповедовать. Вы не можете построить себе место поклонения. Вы даже не можете ступить на землю Мекки. Именно этого мы и ожидали, основываясь на мусульманских источниках. Некоторые районы Африки, я бы сказал, некоторые районы Европы, находятся на втором этапе. У мусульман достаточно бойцов, ресурсов и союзов, чтобы вести оборонительную борьбу. И что мы видим? Мы видим терроризм. Мы видим, как церкви сжигаются дотла или взрываются в Нигерии и Эфиопии. Мы видим, как формируются запретные зоны, а критиков ислама убивают даже в Европе. Опять же, именно этого мы и ожидали, основываясь на мусульманских источниках. Здесь, в Америке, где мусульмане составляют незначительное меньшинство населения. На каком этапе мы находимся? Этап первый. Что такое ислам, по мнению американских мусульман?
Он основан на мире и терпимости. Мусульмане просто хотят быть такими же, как и все остальные, но разжигатели российской ненависти нападают на них из-за их убеждений. Вот почему мы все должны быть благодарны правительству, христианам и евреям за то, что они вступаются за защиту мусульман от фанатиков и исламофобов. Точно так же, как правительство, христиане и евреи вступали за защиту мусульман во времена Мухаммеда. И я считаю частью своей ответственности как президента Соединенных Штатов вести борьбу с негативными стереотипами в отношении ислама, где бы они ни проявлялись. Друзья, насколько сложно в этом разобраться? Что такого мы обсуждали, чего не смог бы понять 6-летний ребенок? Мусульмане используют один и тот же метод на протяжении 14 веков. Это есть во всех источниках. Это ясно как Божий день. И все же наши лидеры и СМИ просто не могут понять, почему христиане и евреи являются гражданами второго сорта в мусульманском мире. Или почему мусульмане в Европе готовы убивать из-за карикатур. Или почему мусульмане в Америке так отчаянно стремятся к статусу жертв, что будут кричать о дискриминации, когда магазин товаров для дома не заплатит за рекламу в одном из самых скучных сериалов всех времен. Все находится здесь. Если кто-то не может этого понять, я бы сказал, что он не хочет этого понимать. Но мы достигли такого исторического момента, когда больше не можем позволить себе быть умышленно глупыми. Если наши лидеры не способны понять трехэтапную стратегию джихадистов, им нечего делать во главе марширующего оркестра, не говоря уже о западной стране. К сожалению, мусульмане настолько преуспели в осуществлении первого этапа, что убедили наших лидеров и средства массовой информации в том, что единственная информация, которая нам нужна, когда речь заходит об исламе, это та, которую нам предоставляют мусульманские организации, связанные с терроризмом, такие как CAIR. Бин Ладен не был мусульманским лидером. Официально мы сами за себя. Если мы хотим популяризировать эту информацию, нам придется делать это самим. Для начала было бы неплохо разослать это видео всем, кого вы знаете. Главный союзник ислама на Западе — невежество. Джихадисты не могут подчинить нас с помощью физической силы. Поэтому они делают все возможное, чтобы подчинить наши умы. Таким образом, главным препятствием на пути глобального джихада является информированное население, состоящее из свободных людей. Разве вы не хотели бы стать препятствием на пути джихада и шариата? Я знаю, что я хотел бы. Давайте в этом году приложим особые усилия в рамках свободы, чтобы рассказать себе и другим о внутренней работе джихадистской машины. Я думаю, что важно сделать небольшое дополнение о прозападных мусульманах. В этом видео я говорил, что мусульманам на первом этапе предписывается обманывать не мусульман, чтобы держать нас в невидении о насильственных целях ислама. Но если вы поделитесь этой информацией со своими друзьями-мусульманами, они будут это отрицать. Значит ли это, что они практикуют такию? Нет. Когда ваши мусульманские друзья говорят вам, что ислам — это религия мира, они пытаются вас обмануть? Скорее всего, нет. Большинство мусульман в Америке находятся под влиянием западных ценностей в большей степени, чем ислама. Они могут молиться 5 раз в день или поститься во время Рамадана, но их знания об исламе не становятся намного глубже. Они очень мало читали из своих источников и практически ничего не знают о том, что мы обсуждали в этом видео. Так что, скорее всего, когда ваши друзья-мусульмане говорят вам, что ислам миролюбив, они действительно верят в это. Не нужно обвинять их во лжи. К сожалению, ваши прозападные друзья-мусульмане не являются источником исламской доктрины. Исламская доктрина основана на Коране и Сунне Мухаммеда. И эти источники совершенно ясны, когда речь заходит о джихаде. Поэтому, я думаю, нам нужно добавить еще один этап к нашим 3 этапам. Этап нулевой. Этап полного невежества в отношении джихада.